Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Проект «Умный паром». Помогает ли новая разработка в жизни? Об этом и других проектах Республиканского центра инфокоммуникационных технологий, призванных упростить и автоматизировать деятельность исполнительных органов власти, в том числе и по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам, поговорим с гостем студии. Валентиной Блохировой, начальником управления цифровой трансформации Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Валентина Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас у многих на слуху такие словосочетания, как цифровая трансформация и цифровизация. Почему такое внимание уделяется этому направлению? Сейчас мир вступил в новую эру, когда цифровые технологии повсеместно внедряются во всех секторах экономики. И вот именно цифровые технологии, они помогают сделать качественный скачок роста, эффективности, производительности труда. И появляются новые модели, модели взаимодействия и новые сервисы с принципиально новым качеством. Вот, например, стоит вспомнить историю сервиса пассажирских перевозок, таких как InDriver, у нас вот известная, да, наша компания, и прочих других таких сервисов, когда вот ранее клиент, если ему понадобилось заказать такси, он пытался сперва дозвониться до оператора, потом ожидал от него звонка, ожидал, когда ему назначат машину, когда эта машина приедет там, и так далее. Сейчас это можно сделать очень быстро, и, соответственно, качество сервиса вырастает, и мы уже не можем представить, что ранее мы тратили столько времени на то, чтобы просто заказать такси. Да? Сейчас мы к такому возвращаться, естественно, не будем, все больше и больше будем работать над качеством сервиса. Другой такой пример, например, это анализ медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. У нас есть компания Сайберия, резидент IT-парка нашего республиканского. Да, он с помощью искусственного интеллекта, допустим, раньше врач анализировал снимки медицинские на предмет наличия пневмонии в легких, где-то порядка 20 минут на это тратил. Да? Сейчас на это понадобится где-то в 28 раз меньше времени. С помощью компьютерного зрения можно диагностировать с большой вероятностью, долей вероятности, пневмонию где-то за порядка минуты можно это сделать с помощью искусственного интеллекта. Действительно хорошие примеры, да. А как у нас в республике организована работа по обеспечению цифровой трансформации отрасли? Так как у нас президент Российской Федерации определил национальные цели развития Российской Федерации до 30 года на долгосрочный период, наряду с такими целями, как повышение здоровья граждан, развитие комфортной городской среды, была определена цель цифровая трансформация. Да? Соответственно, на такой высокий уровень была поставлена такая задача в регионах. И у нас в республике был создан проектный офис, который возглавляет у нас глава Айсен Сергеевич, да, и проектный офис как раз координирует работу по цифровой трансформации и занимается реализацией цифровых проектов. В прошлом году у нас была утверждена стратегия цифровой трансформации. В нем были приняты для реализации 79 проектов. И, соответственно, в разных отраслях, это здравоохранение, образование, транспорт, государственное управление, городская среда, социальная защита и многие другие отрасли. Как раз эти проекты будут призваны, да, повышать качество жизни граждан, внедрять новые сервисы, услуги, которые повлияют на качество жизни. Да. И при этом проектном офисе у нас работает штаб цифровой трансформации. При нашем учреждении это государственное бюджетное учреждение, Республиканский центр инфокоммуникационных технологий, который я сейчас представляю, я и мои коллеги, мы работаем над реализацией этих проектов. Давайте подробно, раз уж мы затронули эту тему, поговорим о вашем центре. Расскажите, чем конкретно занимается более таким популярным языком? РЦИТ родился в 2006 году. Министерством финансов была поставлена задача оцифровать финансовую деятельность органа. Да? 16 лет назад финансовые отчеты они проводились через бумагу. То есть возились огромные кипы бумаг из разных районов, из улусов дальних, да, республики. Это было, сами понимаете, как это было трудоемко и дорого, да, все перепутье, это все. И в данном случае можно сказать, что нет худа без добра.
потому что если бы у нас не были бы такие жесткие условия, да, такая транспортная доступность, низкая, как бы длительная зима там, и так далее, мы бы не столкнулись с тем, что нам нужно быстро как бы перейти к цифровому миру, там, оцифровать вот нашу деятельность там, и так далее. Ну и тогда у нас была организована спутниковая сеть для организации взаимодействия финансовых органов в республике, ну, по всей республике, да, и внедрена информационная система для автоматизации деятельности финансовых органов. Ну, вот с тех пор как бы мы и начали свою историю, да. Сейчас в РЦИТе работает 150 человек. Они обеспечивают деятельность органов государственной власти. У нас вот организована Саха-информсеть, это информационно-телекоммуникационная сеть республики для органов госвласти, которая охватывает, да, всю республику. У нас внедрен ЦОД, Центр обработки данных электронного правительства. В нем развернуты более 800 информационных систем и сервисов. Мы организовываем работу системы 112, это служба экстренных служб. Да, у нас операторы обрабатывают звонки, поступающие на 112. Мы организовали работу колл-центра 122, куда подключены поликлиники все города Якутска. И также мы обеспечиваем техническую поддержку по нашим сервисам и информационным системам. Вот, большая деятельность. Мы знаем, что у вас есть такой проект, который называется «Умный паром». Расскажите, пожалуйста, про него подробнее. Как я сказала уже, что основная часть деятельности — это все-таки реализация цифровых проектов. Да, вот «Умные паромы» — это как раз один из проектов, который реализуется нашим штабом. И если поподробнее об этом проекте, то понятно, что у нас тема переправы и судоходства, она актуальна с началом сезона навигации, то есть этим приложением пользуются, когда вот у нас открываются переправы. Да? У нас было разработано приложение мобильное, «Паромы Якутии» называется, его можно скачать на App Store, в Play Market, и также аналогичный есть сайт «Паром онлайн Сахагуф». В нем можно отследить информацию о работе переправ, о работе судов, тарифы можно отсмотреть, и также организована онлайн-трансляция на паромных переправах. Приложение бесплатное? Приложение бесплатное. Так как мы его внедрили в этом году, да, нам хочется, чтобы пользователи больше нам оставили отзывов о работе сервиса. Да, мы ориентированы на то, чтобы создать удобный клиентоцентричный сервис, потому что мы нацелены на то, чтобы сделать удобный сервис для наших граждан. Вот, и поэтому призываем ваших телезрителей скачать приложение, оценить качество работы сервиса, и помочь нам сделать его лучше. А ваше приложение работает только на реке Лени или включает в себя другие реки? У нас сейчас работает 3 причала на реке Лена. Это Якутск, Нижний Бестях, Кангалас и Качкацы. Но еще есть на реке Вилюй. Это переправы Крестях Мирный, Верхневилюйск-Харо и переправа у села Кюндядя. Вот, получается, пока 6 переправ. В ближайшее время мы планируем на переправе поставить, также отслеживать переправу в реке, то есть в реке Вилюй у Сунтара и на реке Алдан у села Каскил. Проект все-таки у вас новый, но есть ли какие-то уже первые результаты? Может быть, есть число, которое можно озвучить? Сколько человек, например, скачало его уже? Нет, такими цифрами я сейчас не обладаю, да. Как я сказала, новый, хочется, чтобы людей больше узнало об этом. Как раз вот для этого я сюда пришла к вам на передачу. Но уверены, после выхода нашей передачи, конечно, число пользователей у вас увеличится. Расскажите, насколько работа приложений помогает снять напряженность на самих непосредственно переправах? Ведь если судить по соцсетям, очередь из желающих переправиться, особенно в выходные дни, в Нижнем Бестяхе не уменьшается. Естественно, социальная напряженность это возникает из-за того, что у нас во время судоходства большое количество граждан наших пытается одновременно, одномоментно переправиться. Да?
Это зависит тоже от количества судов там, и прочее. Мы, конечно, на сами количество судов повлиять не можем, но мы в целом пытаемся снизить вот социальную напряженность за счет информирования граждан. Да, то, что можно отследить, какая ситуация сейчас на причале с помощью онлайн-трансляции. Можно посмотреть, как движется тот или иной паром, да, можно посмотреть, к какому причалу он пристанет. То есть можно посмотреть, сориентироваться, когда он как бы прибудет там, и так далее. Соответственно, чем будет больше пользователей у приложения «Умный паром», тем будет актуальнее информация в данную минуту на переправе. Правильно? Ну, можно так сказать, да. Мы дальше планируем развивать наше приложение, да. Мы хотим дальше внедрить там онлайн-оплату за переправу и дальше такие функции, как включить как отслеживание, трекинг судов для капитанов. То есть он, если выходит на работу, он может включить трекинг, да, и определить для граждан, что я вот на работе, как бы вышел работать. И после, ну, как сказать, окончания работы он может его отключить, как вот в драйвере. Действительно, очень важные инструменты, актуальные для нашей республики. А какие еще новые проекты есть у вас в разработке у вашего центра? Я бы хотела остановиться, может быть, на тех проектах, которые мы уже реализовали, да, и сейчас развиваем. У нас есть оригинальный портал госуслуг, это вот аналог федерального портала госуслуги.ру. На нем оказывают услуги наши региональные органы власти и органы местного самоуправления. Сейчас уже порядка 134 услуг оказывается в электронном виде на портале. Да? И, например, такие услуги, как можно записаться на жеребьевку по распределению охотресурсов. Это очень актуальная для нас, для Якутии тема. Можно получить справку о составе семьи, записать ребенка в детский сад, в первый класс, получить субсидии ежемесячные на ребенка, оплатить ЖКХ и капремонт. Ну, то есть это вот такие основные, да, есть еще как бы все 134 услуги. Есть у нас также проект, называется «Цифровой помощник главы АЙТа». Он помогает принимать обращения от граждан в голосовом виде, то есть можно позвонить по единому номеру, оставить голосовое сообщение, и цифровой помощник, он распознает ваш голос и перенаправит в нужный орган госвласти для ответа. Валентина Гавриловна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем процветания вашему центру и действительно развития таким полезным приложением, как «Умный паром» и дальнейшие. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Валентина Блахирова, начальник управления цифровой трансформации Республиканского центра инфокоммуникационных технологий. Всего доброго.